Здравствуйте, в эфире программа «По существу». Сегодня мы находимся на факультете радиоэлектроники и автоматики Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова и беседуем с деканом, доктором технических наук Григорием Петровичем Охоткиным. Григорий Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о лаборатории, в которой мы сейчас находимся, кто здесь занимается и чем занимается. Мы находимся в лаборатории электроники и схемотехники. Здесь проходят студенты инженерных специальностей общую подготовку, изучают полупроводниковые приборы и схемотехнику электронных устройств и систем. В состав факультета входят 3 выпускающие кафедры. Кафедра автоматики в управлении в технических системах, кафедра промышленной электроники и кафедра радиотехники и радиотехнических систем. Все направления подготовки факультета являются ключевыми направлениями современной наукоемкой промышленности всех отраслей мировой индустрии – энергетики, электротехники, авиастроения, судостроения, приборостроения, машиностроения, информационных и коммуникационных технологий. Поэтому особенностью обучения на факультете является глубокая фундаментальная подготовка по физическим основам электроники и схемотехники, микропроцессорной техники, программируемым логическим интегральным схемам, ПЛИС, цифровой обработке сигналов, программированию, моделированию и автоматизированному проектированию электронных устройств и систем. По каким специальностям ведет подготовку факультет и чем они отличаются? Прием в бакалавриат будет осуществляться на следующее направление. Радиотехника – 50 бюджетных мест, электроника, наноэлектроника – 25 бюджетных мест, управление в технических системах – 20 бюджетных мест и в специалитет радиоэлектронные системы и комплексы – 30 бюджетных мест. В процессе обучения студенты направления радиотехника осваивают методы проектирования радиоприемных и передающих устройств, устройств обработки сигналов и изображений и системы радиолокации и навигации. Студенты направления электроника, наноэлектроника проходят фундаментальную подготовку по проектированию промышленных электронных устройств от источников питания до сложных аналоговых и цифровых систем. Обучающиеся по направлению управления в технических системах осваивают современные методы проектирования цифровых адаптивных систем управления и аппаратно-программные комплексы локальной и глобальной автоматики. Студенты специальности радиоэлектронные системы и комплексы также изучают методы проектирования встраиваемых цифровых радиоуправляемых систем, систем радиолокации и навигации. На каких предприятиях работают ваши выпускники? Выпускники факультета ориентированы на современные информационные технологии, наиболее востребованы и успешно работают на таких предприятиях Чувашской Республики, как акционерное общество «Научно-производственный комплекс Эллара» имени Ильенко, научно-производственное предприятие «Динамика», «Бреслер», «Технотрон», акционерное общество НПО «Каскад», ЧАЗ, ВНИИР, АБС «ЗИИМ», Ростелеком, мобильные телесистемы, ООО «Хевел», Федеральное государственное унитарное предприятие радиотелевизионный передающий центр Чувашской Республики и многие другие. Потребность в специалистах, выпускаемых факультетом, остается высокой, поэтому многие студенты старших курсов сочетают учебу с работой. Наше предприятие является одним из лидеров в промышленности Чувашской Республики, но, несмотря на большое количество персонала, делается упор на молодые перспективные кадры. За счет того, что предприятие выпускает современную наукоемкую продукцию, численность персонала, имеющего высшее образование, достигает 80%. При этом руководство поддерживает специалистов, которые повышают свою квалификацию, продолжая обучение в аспирантуре и получая научные степени. Наше предприятие поддерживает сотрудничество с Чувашским государственным университетом и, в частности, с кафедрой промышленной электроники. Талантливые специалисты и молодые студенты могут быть трудоустроены уже на 2-м курсе. При этом они успешно совмещают работу с образованием. Как наука помогает в учебных делах?
Ежегодно проводит факультет Всероссийские научно-технические конференции по динамике нелинейных дискретных систем и информационным технологиям в электротехнике и энергетике. У нас установлены тесные связи с ведущими вузами и научно-исследовательскими институтами России. Вот эти знания потом отрабатываются на практике, в лабораториях. Можете рассказать? Вот мы в одной из лабораторий, но она наверняка не единственная. Факультет располагает современным учебно-лабораторным и научной базой. В качестве примера могу привести некоторые лаборатории. Лаборатория моделирования встраиваемых систем управления создана при содействии акционерного общества «Элара». Лаборатория электро-, радио и оптических измерений создана при содействии акционерного общества НПО «Каскад». Таких лабораторий в России всего 7. На базе этой лаборатории функционирует студенческое конструкторское бюро нашего факультета. Более подробно информацию о лабораториях нашего факультета можно посмотреть на сайте университета и нашего факультета. Знания, полученные по 2 специальностям, помогли мне пройти конкурсы, выиграть стипендию от объединения Гельмгольца города Берлин, Германия, где в течение 3 месяцев я проводил исследования в области возобновляемых источников энергии, а также удостоился возможности встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Отличные успехи в обучении и исследовательской работе помогли мне выиграть грант академической мобильности и пройти собеседование с профессором для выполнения исследовательской работы и написания магистерской диссертации в университете Карнеги Меллона, город Питтсбург, США. В настоящий момент я работаю удаленно, находясь в России, с коллегами из Америки. И наши роботы с моими алгоритмами ездят по Питтсбургу и помогают людям, которые сидят на карантине, в доставке лекарств от лечения от вируса COVID-19. Я могу с уверенностью сказать, что факультет радиоэлектроники и автоматики растит не только высококвалифицированных специалистов в области разработки электроники, но, самое главное, учит студентов думать. Без сомнения, учеба в университете, а в особенности на техническом факультете, штука непростая. Но поверьте, помимо нее здесь есть куда направить свои силы, есть способы не скучать, не унывать от тяжелых занятий. Участие в различных секциях, кружках, различных студенческих объединениях. Кто-то находит себя в танцах, музыке, кто-то начинает видеть в университете огромный стартовый терминал для своих спортивных навыков. Некоторые играют в КВН, причем выходят здесь на уровень всероссийский. Для себя же в качестве основной деятельности я выбрал работу в составе российских студенческих отрядов. Вот уже 3-й год я езжу на всероссийские студенческие стройки. Сначала рядовым бойцом, сейчас уже 2 года командиром отряда. Работа в строительном отряде – это не просто работа, это и спорт, и творчество, и настоящие друзья. Ну и, конечно же, это деньги. Григорий Петрович, спасибо за интересный рассказ. Что бы вы хотели сказать в заключении, может быть, обратиться к абитуриентам? Уважаемые выпускники, приглашаю вас учиться на факультет радиоэлектроники и автоматики Чувашского государственного университета. Хочу назвать 5 основных причин учиться на нашем факультете. Первое – это востребованность. Вторая – перспектива. Третье – наличие научных кадров. Четвертое – востребованность специальности. Пятое – уникальная возможность получить высококачественное образование рядом с домом. В заключение хочу отметить, что наши двери для вас всегда открыты. Приходите, звоните, мы рады вам всегда.